Мне кажется, истоки тут стоят в самом характере татарского национального проекта. Как-то, по-моему, на прошлых передачах я уже обращался к вопросу о том, как вообще он возникал и на какой этнической основе. Да? Что проект возник достаточно поздно, как национальный. Ну, в принципе, национальные проекты все возникли поздно. Но тут есть большая разница. Татарский национальный проект, он действительно возникал на значительно более отчетливой модернистской основе. Это именно дитя эпохи Просвещения. Он изначально возникал как объединение всех тюрок России под знаменем Просвещения, которое исходит вот именно из Казани. Что Казань – это город татарского просвещения, который должен объединить всех тюрок России вот в единый миллет татарский. Именно как раз вот на новой основе они должны были снова придумать новую историю. И именно поэтому были такие ожесточенные споры уже тогда между болгаристами и татаристами, по сути. Потому что речь шла о том, с чего будем придумывать историю, грубо говоря, с какого именно истока. У референтного ему башкирского национального проекта, а он именно референтный. Вот, и, кстати, именно поэтому уже несостоятельно, во многом несостоятельно на практике вот эти попытки сказать, придать себе значимость второго народа России, потому что на самом деле даже относительно небольшой башкирский народ уже вполне сопоставим с ним по силе. И это доказала история, мы этого еще коснемся. То есть у этого башкирского проекта у него черты совсем другие. Этнические компоненты у башкир, у татар, просто, можно сказать, в разной пропорции, в разное время сплотившиеся в соответствующие этносы, они схожи, либо одни и те же. А вот пути совершенно разные пошли. Почему? Потому что башкирский национальный проект, он шел на совершенно иной основе. Он основывался на традиционном башкирском этническом самосознании. Вот. Там не было такого проекта собрать всех тюрок России в новую общность. Наоборот, он сопротивлялся именно вот этой попытке его тоже включить в эту общность, поскольку у него идентичность уже была своя. И очень прочная, поскольку вот эти его башкирское традиционное общество, которое дожило до этого времени, и, забегая вперед, скажу, пережило его, вот, оно основывалось на очень прочной исторической памяти, на достаточно раннем политическом значении, которое еще тогда, до осознанного национальстроительства у башкир уже было. Что в виде башкирского войска, вот, что самое главное, в виде башкирского вотчинного землевладения, которое позволяло сплачивать людей в единый социокультурный коллектив. Вот, что ранее, во времена башкирских восстаний, когда они выступали именно как политический субъект, причем признанный империей политический субъект, и так далее. То есть он служил именно развитием башкирского традиционного общества. При этом я сразу поправлю и скажу, что нельзя на самом деле говорить при том, что вот национальная, значит, нация татар создана искусственно, а нация башкир, естественно, нет, это не так. Так не бывает. Дело в том, что сама точка зрения, по которой нации и даже этносы создаются искусственно, вот, это конструктивистская и инструменталистская точка зрения, это именно позиция, понимаете, это вот научная, как бы это сказать, это точка зрения научная, это не факт, это точка зрения на нее. И вот с такой точки зрения надо либо всех рассматривать как искусственное, вот, либо, если мы, например, идеалистскую точку зрения становимся, то мы все подобные коллективы рассматриваем как естественно. И смотрим только, как это по-разному происходило, на каких этапах, понимаете. Но разница, все-таки, повторюсь, именно по самому факту разница была, потому что татарский национальный проект, он действительно прилежно, можно сказать, по учебникам формировался вот именно на основе классического, буржуазного, как в советское время говорили, национализма, либерального во многом национализма. Очень большую роль действительно джадидское движение там сыграло, муфтият сам по себе, который был одним из главных точек сборки татарской нации. Но обратите внимание, что при всем при этом, казалось бы, если сравнивать башкирские и татарские проекты, именно татарский, как обладавший с точки зрения модернистских теорий того времени, марксизма того же, обладавший всеми признаками
которые могут помочь стать ему успешной нацией, то есть буржуазии своей, интеллигенции своей, да, что-то вроде пролетариата своего было. Он при этом во время гражданской войны и становления автономии не сыграл такой яркой роли, которую сыграл башкирский проект. Грубо говоря, Забулачная республика, вот этот Идель-Урал пресловутый, о котором столько писала татарская интеллигенция, он исчез в течение одного дня с боевыми потерями в одного раненого красноармейца. Вот. Сравнивать это с тяжелой эпопеей Первой Республики, с тем, что творилось в Башкирии в это время, с ее кровавым, тяжелым, через компромиссы, через все вот эти перипетии гражданской войны, когда башкирский корпус сначала признавал красных, потом восставал против них, потом переходил на условиях обретения автономии от белых к красным и так далее. Вот, сравнивать нельзя, сами понимаете. А ведь это, казалось бы, неожиданно. В Башкирии точно нет пролетариата, потому что считать пролетариатом платагонов, золотодобытчиков и так далее, людей очень часто самых различных таких случайных специальностей нельзя. Что, кстати, и послужило одной из причин, почему Башкирия особенно страшно пострадала во время Великого голода 1921 года. Потому что особенно горная часть Башкирии, она была лишена тех земледелических и садоводческих наук, которые были в остальной части Поволжья. А своих обширных земельных владений вотчинных, на которых они скот когда-то пасли в огромных количествах, у них уже не было. И они занимались таким, можно сказать, теми видами промыслов, которые в условиях полного разрушения экономики больше не действовали. И вот они пострадали тогда особенно страшно, но это в сторону. Просто я к тому, что башкирский проект, который тогда выдвинули и обосновали, и привели в жизнь идеологи башкирской автономии, в том числе вот и Ахмед Заки-Валиди, и Мулаян Халиков, и многие другие, вот, он оказался не просто жизнеспособным, он оказался на практике во многом прецедентом для самой Российской Советской Федерации. Что, кстати, подчеркивал Ленин. Когда он разговаривал с татарскими большевиками, которые хотели создать Башкиро-Татарскую республику, он спрашивал их, ну, во-первых, о том, как отличаются башкиры и татары, те объясняли, что незначительно и так далее. Вот. И когда вот он дал им понять, что тут важное значение имеет именно политическая роль вот этого проекта, самих башкир и их интеллигенции. Когда они объясняли, когда он сказал, что татары сами самостоятельно просто не в состоянии ассимилировать, переварить и вообще включить в себя Башкирию, и напоминал о том, что при таких поползновениях кто выгонял, даже татарских мул бывает, из деревень, они говорили: ну да, простые башкиры. Но, говорит, эти башкиры, их так воспитывала башкирская интеллигенция. Он говорит: хорошо, башкирская интеллигенция. А кто вообще поднял башкир так, что они были готовы пойти за кем угодно? Вот это для Ленина политики было самое главное. Если есть группа, которая может поднять достаточно широкие массы, причем организованно и вооруженно, как было тогда, за что угодно, вот это и есть показать, что это политика. Они политики, с ними нужно или договариваться, или уничтожать. Это уже следующий вопрос. Но это субъект политический, понимаете? То есть его невозможно взять и декретом, так сказать, во что-то превратить. Это не чистый лист, на котором можно писать все, что хочешь. Это лист уже, на котором текст уже есть, и другой текст, он обязательно будет наслаиваться. Обязательно в этом случае будут проблемы потом в прочтении. И это наложение как раз привело к созданию Башкирской республики. Вот. В нашей теме, почему это для нашей темы важно? Потому что вот в этом изначально кроется определенное ограничение для татарского национального проекта. Понимаете, он создавался с теоретиками. Вот поэтому так и получилось во многом. Что в теории очень красиво выглядит, а на практике, как видите,
получилась не очень. И Татарская республика была создана уже по образцу башкирской во многом по договоренностям даже с ней там обсуждали, какие районы, как Мизеринск, можно передать, какие нельзя. Поэтому она была и позже, именно по этой причине. Вот. И самое главное, создана не на договорной основе, а именно декретом. Понятно, что и башкирская потом утверждалась 7 декретами, но им предшествовал договор, и об этом помнили, понимаете. Вот. Это достаточно большая разница, и это имеет значение для того, вот, почему в татарском проекте есть определенное, как я уже сказал, несовпадение между теорией и реальностью. Понимаете, в теории, я приведу такую аналогию, татарский проект, он очень пытается походить на проект венгерский. Вот на то, татарская элита, она претендует на ту роль, которую играла элита венгерская в Австро-Венгрии. Помните, была такая лоскутная монархия Австро-Венгрии, то есть достаточно мощная по тем временам, в 19 и начале 20 века, многонациональная держава. Ну, у нас обыватели знают ее преимущество по похождению бравого солдата Швейка. Вот. И в этой многонациональной державе было с 1868 года было две титульные нации. Это австрийцы, то есть немцы, по сути, и венгры. Дело в том, что сначала, когда империя была просто австрийской, она была в наполеоновские времена объявлена таковой, как противовес империи Наполеона, там доминировали немцы. В общем-то, немцы там доминировали с самого начала, доминировали и культурно, и экономически. Они жили в основном в городах. И это приводило к многочисленным конфликтам с венграми, с чехами и так далее. Но они все-таки доминировали. Да? Вот. После революции, так называемой весны народов 1848 года, когда вот вся Восточная Европа взорвалась национальными буржуазными революциями, когда, вот, кстати, и появился вот этот национализм сам по себе, создававший нации, классический пример считаются, например, чешские будители, то есть которые вспоминали историю чехов, либо рисовали ее, можно сказать, и опять давали своему народу заново коллективную память. При том, что чехи были в очень сильной степени онемечены. Чехов, не знавших немецкого, не было вообще. Кстати, хорошо по тому же бравому солдату Швейку видно. Помните, как Швейк прекрасно владеет немецким языком. Для чехов это было совершенно обычным и нормальным. Вот. Но чешские интеллигенты, вот будители, они будили свой народ, можно сказать, заново писали ему историю и заново создавали вот эту субъектность. Вот для конструктивистов, для ученых-конструктивистов это считается классический пример. Но это я просто как иллюстрирую, что это была за эпоха, когда вот во всех этих народах Восточной Европы действовали подобные будители. Венгерские будители, они действовали не только словом, но и оружием. И когда вспыхнула, значит, венгерская революция 1848 года, подавить ее в 1949 году удалось. Австрии удалось ее подавить только с помощью Российской империи. Без войск Николая I поделать с венгерскими гусарами и гонведами было ничего невозможно. Венгры, я думаю, запомнили. Они вообще, в общем-то, их националисты отличались из тех времен особенно таким повышенной такой славянофобией. Но для этого была еще очень важная причина. Дело в том, что Венгрия – это не территория нынешней Венгрии, а территория так называемой короны святого Стефана. Она захватывает с собой территорию не только этнически населенными венграми, но и с целым рядом славян, то есть хорватов, например, словенцев, вот, а также румынами и так далее. Вот трансильванские румыны, например. И на этой территории они доминировали. Когда была вот эта весна народов, то остальные народы тоже стали говорить, что давайте мы тоже создадим свои национальные государства. А вот против этого венгры выступили и словом, и делом, и мечом. Сказали: нет, а вам это не положено. То есть, когда венгры создают свое национальное государство, это прогресс, это революция. Вот, которую тогда и Карл Маркс, кстати, морально очень поддерживал, Фридрих Энгельсом. Вот. А когда то же самое пытаются делать хорваты, нет, это реакция. Естественно, понятно, на чьей стороне выступили тогда чехи, хорваты и так далее. Они выступили на стороне Австрии, потому что раз венгры отказывают нам в этом праве, вот, то, естественно, тогда уж лучше центр. И те же самые гусары, хорваты и лачичи очень здорово тогда
поработали над нивелированием преимущества гусарской и венгерской конницы над остальными австрийскими войсками в то время. Вот. Так вот, я к чему говорю? Потом, в 1860, во время переговоров 1867-68 годов, мадьяры добились равного положения с немцами в Австро-Венгрии. Австро-Венгрия была поделена на Цислитанию и Транслитанию, там по реке Лейте, то есть по левую сторону реки, по правую сторону реки. Одна, это, грубо говоря, это чисто немецкая часть Австрии, другая вот Венгрия. И у них они были второй титульной нацией. Вот примерно такого же положения как бы добиваются татаристы, чтобы стать второй нацией в многонациональной стране. И уже самим доминировать, получается, контролировать остальные более мелкие движения и представлять их в том числе, не только силы доминировать, почему тоже, как бы представлять их интересы перед империей, перед короной. Но надо понимать, что здесь ситуация совершенно разная. Венгрия в сопоставлении с австрийскими немцами, не со всеми, а вот именно с австрийскими, это действительно была сила. Это достаточно большая сила. И они действительно были способны на то, за что они взялись, то есть контролировать Транслитанию, свою часть. Вот эту корону святого Стефана они контролируют. Да, всегда в напряжении. Да. Вот это, потому что бравому солдату Швейку это хорошо видно. Насколько чехи не любили венгров, например. Во время Первой мировой войны драки между чешскими солдатами и между венгерскими ганбедами были постоянными. Постоянным абсолютно явлением. Сербы, понятное дело, любили мадьяров еще меньше в этом плане. То есть, получается, платой за вот за роль второй титульной нации была фобия со стороны всех остальных наций. И, в конце концов, к чему это привело? Ведь Первая мировая война, как вы помните, началась с убийства эрцгерцога Фердинанда. Да? А почему именно его убили? А потому что он понимал опасность подобного положения и предлагал переделать Австро-Венгрию в триединую монархию Австро-Венгро-Славию. То есть тогда дали бы определенные права и славянским народам, вот, и тогда, естественно, империя бы укрепилась. Этого не могли допустить уже те славянские революционеры, которые боролись с Австро-Венгрией, в том числе сербская «Черная рука». Вот. И, как известно, был выстрел Сараева и вот этот взрыв Первой мировой. Но в данном случае мы о чем? О том, что вот эта модель двуединой монархии оказалась гибельной для всей Австро-Венгрии. И это при том, что венгры во многом со своей имперской ролью справлялись. В России ситуация совершенно иная, во-первых. Во-первых, те же самые татары, например, да, по чисто демографическим, историческим, да, по всем данным, они вторые только символически, можно сказать, потому что по численности они намного ближе к тем же башкирам, чеченцам и так далее, чем к русским, которые есть доминирующее большинство и в демографическом плане, то есть чисто численно, не в плане роста, с ростом как раз по сравнению с теми же самыми чеченцами, например, у них, конечно, проблемы. Ну, впрочем, кавказский народ вообще здесь нет конкуренции. Так вот, то есть выполнять такую роль они не могут. Более того, если в 90-е годы, когда с нуля, ну не с нуля, но когда вот придумывалась именно та версия татарского национализма, татаризм, который есть сейчас, в 90-е годы, если еще можно было как-то поверить, по крайней мере, из Москвы, в то, что Татарстан как наиболее сильная республика, поскольку она обладает, в отличие от Башкортостана, например, не только материальными ценностями, но и значительным лобби в Москве, в Питере, в других городах. Вот. Что она как-то способна представлять собой все остальные, так сказать, национальные группы. Вот. То сейчас эта иллюзия развеялась полностью. И не только сверху, снизу тоже. Потому что, посмотрите, вот была ситуация с языками. Татарстан себя позиционировал как главный защитник вот этих, так сказать, не то что языковых свобод, а вот этого положения, когда титульные языки титульных народов в республиках должны были изучаться в обязательном порядке для всех. Я уже много раз говорил, что именно жесткая позиция Татарстана во многом привела именно к тому, что были приняты настолько жесткие меры, и не только обязательное изучение языков титульных национальностей в республиках было уничтожено, а языки вообще во многом просто уходят из школ обязательных.
Это вообще отдельная тема, отдельный сложный разговор. Вот. Но произошло, что произошло. И при этом, и что, и как Казань сумела защитить это положение. Она даже себя не сумела защитить, но что других. Вот. Это констатация факта просто. А она и не могла этого сделать на самом деле. Потому что само требование изучать по 6 часов татарский, столько, сколько русский, на основании того, что существует ритуальное равенство этих языков, оно опять опирается на чистую теорию, понимаете? Вот точно так же, как на чистую теорию опирался проект штата Идель-Урал. А вот хотим мы, вот у нас будет Идель-Урал, туда войдут и башкиры, и чуваши, и так далее, все они станут потихоньку татарами, вот, естественно, под руководством просвещенной Казани. Ну, хотим это одно, а дело это другое. Это вот все писал в те времена, когда башкирский интеллигент занимался, например, не этим. Она как тот же в Валиде, по горам, по горным аулам зимой людей собирала. Вот. И результаты были совершенно другие. Потому что она понимала интересы кого? Крестьянских масс, из которых тогда состояли армии. Армии Первой мировой войны и Гражданской войны. То есть своего обычного населения. Оно не книжками руководствовалось тогда, не теорией. Здесь опять то же самое. То есть берутся какие-то схемы, как повысить статус ролевое положение. Вот. И вот в данном случае ближе всего именно венгерская схема в Австро-Венгрии, я считаю. Вот аналогия напрашивается просто. Но она не способна на это. И, пожалуйста, это проявляется именно и снизу. Вот очень большое беспокойство, кстати, тоже считаю, непропорциональное совершенно беспокойство, болезненное оно, иррациональное. У татарской интеллигенции, ее национально озабоченной части, по поводу того, что астраханские нагайцы собираются записываться астраханским, нагайцами. Их не так много, я считаю, чтобы об этом, чтобы это так сильно повлияло на результаты переписи, но дело даже не в этом. Хотят люди, почему они не могут этого сделать? Это же их добровольный выбор. Вот. Нет по этому поводу великий шум. Сибирские татары хотят, они именно снизу сами хотят, это можно легко доказать, я сам это видел. И в результате вот этого, вот такой политики, Казань только отталкивает от себя остальных, понимаете. Я уж не говорю про башкиро-татарский вопрос. Вот, про эту постоянную виртуальную войну, про сезонное обострение с каждой переписью. Мне кажется, что альтернатива есть. Вот когда как-то давно мне пришлось в интернете разговаривать с Варисой Усмановой, очень таким интересным татарским интеллектуалом, мы об этой альтернативе, помнится, говорили. О том, что для Казани лучше было бы представляться так же, знаете, там лучше модель, грубо говоря, тюркских Афин. То есть даже не столько значимого политического центра, поскольку кроме Афин всегда была рядом с ней Спарта, вот, и были множество других государств, но важны была именно ее культурная ценность, которая как раз будет признаваться и татарскими диаспорами в разных городах, и люди к вам, как говорится, потянутся, если при этом не будет постоянных мелочных вот этих войнушек за идентичность с другими тюркскими народами. То есть надо просто не брать под себе нож, которую не вытянешь. Тем более, которую не вытянешь вот в этот достаточно сложный период, когда проблема наступает у самого Татарстана. Ведь раньше политика была какая там? Татарстан всегда пытался стать, грубо говоря, любимой женой у Москвы. При том, что при этом для пропаганды использовался образ защитника остальных тюрем, а на самом деле шли постоянные попытки снижения статуса того же Башкортостана, например. Это понятно почему. Чтобы отодвинуть, так сказать, остальных и выступать именно самому, как фаворитом этого дела. Это означает переключение финансовых потоков на себя. В принципе, в этом ничего плохого, как сказать, для тех, кто ее не разделяет, это, конечно, не очень хорошо для той же Башкирии, но это нормально. Большой семье, как говорится, клюкву не щелку. Но это работало раньше, сейчас это уже больше не срабатывает, и только работает на совершенно ненужную национальную конфликтность, тогда, когда это не нужно и самой Казани. Вот сейчас бы и нужна, кстати, моральная поддержка остальных республик, остальных народов. А совершенно не факт, что она будет. Совершенно не факт. Потому что после вот таких вот странных реакций, любые, даже самые безобидные движения вроде башкирского диктанта, какое еще отношение может быть у элиты и интеллигенции соседей? Вот. Поэтому я бы призвал именно не просто к диалогу, а вот к такому переосмыслению и пересмотру разных типов, в том числе и наших национальных проектов. Вот.
Теперь, что касается башкирского проекта, он больше, вы знаете, он больше напоминает, здесь более уместно сравнение с проектом шотландским. Дело в том, что в отличие от случая с Австро-Венгрией, в Шотландии так исторически сложилось, что она совершенно не против, например, тому, чтобы свою автономию имела и Ирландия, позже Северная Ирландия, и Великое княжество Уэльс и так далее. Шотландцев тоже беспокоили прежде всего шотландские дела. И в Шотландии, и в Башкирии, в общем-то, фактически одновременно шли тяжелые войны. Это башкирские восстания, шотландские восстания соответственно. И там они объяснялись модернизационным переходом, когда в связи с ним империя начала унифицироваться. Вот, в данном случае, как Англия, которая не просто вступила в унию Шотландии, это очень сильно, теперь она меняла сами порядки там, и это очень сильно влияло на быт, на само мировоззрение, на весь мир шотландских хайлендеров, горцев особенно. Ну, это, конечно, я очень упрощенно говорю. Я просто смотрю только с точки зрения аналогии. То же самое было с башкирскими кланами, поскольку как только империя переставала выполнять свои обязанности по отношению к башкирским кланам, а это понятно было почему, потому что у башкирских кланов было башкирское вотчинное право на землю, а земля была нужна, и ресурсы были нужны самой империи, а по-другому просто интегрировать ее, как интегрировали, например, татар, было невозможно. Вот. Отсюда были восстания. И там интеграция в конце, после тяжелого подавления восстаний, но, естественно, с признанием того, что те, кто эти восстания поднимает, являются по умолчанию политическим субъектом. И там пришли к модели автономии в разных, совершенно разных формах, в разное время. В Башкирии, например, автономия была абсолютно не политическая, но было создано административное башкирское войско, которое сыграло огромную роль тоже, на самом деле, в истории башкирского народа, еще малооцененную. А когда от него отказались, как раз начался один из самых тяжелых периодов истории башкирского народа, когда в течение одного-двух поколений башкиры из самого вольного, самого свободного и такого престижного народа края превратились в самый бедный и неконкурентоспособный. И только после гражданской войны и революции, после становления новой автономии, когда они оказались пионерами в учреждении нового типа империи, вот, можно сказать, это вот федеративного типа, да? Вот, это удалось преодолеть. Уж тогда как раз пришли к автономии. А Шотландия, кстати, в это время автономию тоже потеряла, а она ее приобрела уже опять значительно позже. И вот в 90-е годы там опять появился даже шотландский парламент свой, а у Уэльса своя ассамблея. Кстати говоря, вы знаете, что это вот уже к русским националистам на заметку, почему в той же самой Великобритании существует шотландский парламент, существует ассамблея Великого княжества Уэльс, а английского парламента не существует. Существует только общебританский парламент. Вот. Именно по той же причине, почему в России не существует русского парламента, хотя существует башкирский Курултай, есть свои органы в Татарии, в Тыве, в Чечне и так далее. Они есть, в общем. Вот. Именно потому, что англичане, как нация, образующая эту державу, они понимают, что они не есть автономия. Им нечего бояться ассимиляции. Вот. Они ни у кого не выбивают права. Вот. Они сами были именно ее цементом, и они этим гордятся. У них это никаких фобий не вызывает. Почему подобное положение вызывает фобии у русских националистов, это тяжелый вопрос на самом деле. И вот поэтому вот именно такая интересная разница в национальных проектах, она обусловила многие коллизии сегодняшнего дня. И я еще раз хотел бы обратиться к своим коллегам и в Башкортостане, и в Татарстане, и на Кавказе, и в Астрахани, и в Сибири, с тем, что нам необходимо, наверное, в спокойном режиме пересматривать условия, в которых оказались наши национальные проекты, сами функции этих проектов. Короче говоря, мне кажется, вот сейчас у нас фазовый переход идет, постсоветский период закончился, вот, и нам нужно возобновлять диалог, в том числе по поводу национальных, национальных и всех прочих проблем.